Где деньги, Александр? Я против подорожания стоимости жилищно-коммунальных услуг. А вы? Если и вы против, ставьте отметку «Против всех» на безвыборах 26 января. Это подтверждение, что вы против постоянного вранья Лукашенко. Вы заметили, как потяжелели, даже пожирнели ваши жировки за последний срок Лукашенко у власти? Почему режим постоянно рассказывает о том, что мы, белорусы, недоплачиваем за ЖКУ? В то время как мы платим все больше и больше. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если для вас это безопасно, сколько ваши близкие в Беларуси платят за жилищно-коммунальные услуги. Одна из депутаток так называемого парламента Лукашенко Ирина Костевич 19 января рассказала, что население возмещает меньше 1/5 части затрат на отопление и горячую воду, а остальное доплачивает государство. Давайте сравним. Вернемся на несколько лет назад, в сентябрь 2022. Тогда министр ЖКХ Андрей Хмель рассказывал. В целом по стране субсидируются в основном только две услуги. Это теплоснабжение и подогрев воды. Эти услуги субсидируются государством практически на 80%. Соответственно, на счету населения в том году было около 20%. Посмотрим на ситуацию еще раньше. Вернемся в 2016 и дадим слово диктатору. И оказалось, если раньше люди платили 30% услуг ЖКХ, 70% бюджет компенсировал, сразу после этих расчетов, когда все посчитали, 52% оказалось, население возмещает услуг. Вот уже оказывается, что 52% стоимости услуг было за населением. И из всех приведенных цифр можно сделать вывод. Процент компенсации услуг ЖКХ государством якобы постоянно увеличивается. Но вместе с тем мы с вами все равно платим все больше и больше. И как же так получается? Сравните свои расходы на ЖКХ, например, в 2018 и сегодня. Вы обязательно почувствуете разницу. Когда вы в следующий раз будете оплачивать жилищно-коммунальные услуги, когда будете доставать деньги из своего кошелька, непременно вспомните, что в это же время Лукашенко отдыхает в одной из своих 18 резиденций. Голосование против всех на так называемых выборах 26 января в фарсе, организованном диктатором для собственного переназначения, это наш знак в систему, что будущее экономически сильной и самодостаточной страны возможно только тогда, когда диктатор будет отстранен от власти.